Уважаемые друзья, учителя, присутствующие главы администрации на всех уровнях, работники. Я вчера в открытии 20-й юбилейной олимпиады, учащихся школ, несколько рассказал историю и какие положительные результаты деятельности каждой школы в прошлом. И нам надо подготовиться, но и стать основной частью международного образовательного пространства. Поэтому, безусловно, в одиночке наш выйти в это пространство. И вот сетевой подход наиболее подходящий во всех отношениях. И хорошо, что усилиями моих коллег восстановлено. Вы, наверное, обратили внимание, состав сети входит только одна городская школа, а все остальные сельские школы. Это не случайно, когда мы разговаривали. Надо все упор надо делать не на слова, и возрождение сельских школ, где наши корни, где наша традиция, культура, язык. И надо сказать, именно население давало нашу культуру, наш университет. Ее приспособить, изменить и поднять. А если мы вспомним деятельность наших предшественников, выдающихся преподавателей, Георгий Бессонов, Борис Андреев, Михаил Алексеевич, это кладезь нашей педагогики. Ум, философский осмысление, сочетая имени и способность нашего народа, как они создавали новую педагогию, имея такую богатейшую историю, такой багаж, негоже нам оставаться сегодня. И не случайно, если в 90-м году в развитии человеческих ресурсов по определению Организации Объединенных Наций мы занимали в Российской Федерации 41 место, то есть в середине находились. А в 2000 году вышли на 8 место. Вот сегодня, я думаю, предложили сетевики свою концепцию развития. Я полностью поддерживаю и одобряю. Очень квалифицированно составленная концепция. Дай Бог, что мы общими усилиями реализовали бы, и наши сельские школы вышли бы в передовые рубежи в числе 100 лучших школ России. А это очень амбициозная задача. В России более 43 тысяч школ. Из них вот в числе 100 школ попасть. Это просто чудо будет. На сегодняшний день ни одна наша школа республики не входит в состав этих 100 лучших школ России. Я, не вдаваясь в педагогические секреты, как добиться этого, хотел бы несколько крупными мазками говорить, что вы в будущем ушли более глубже, поскольку я не вразрез концепции сегодня, которую обсуждаете, а дополнение, углубление тех моментов, которые вы предусматриваете в концепции развития сети.
Первое, это все же нам надо усилить международный сегмент. Международный сегмент. Я последние 10 лет внимательно изучаю, почему от конца второй половины XX века и особенно рельефно выражается в начале 21 года, на мировую арену вышли азиатские страны. И все же вот, ознакомившись с их материалами, я пришел и глубоко сегодня убежден, они очень серьезное внимание уделили образовательному процессу. Именно образование, именно через развитие науки они выходят сегодня на передовые рубежи. Они сегодня не потребители технологий, которые всегда Европа предлагала, американские Соединенные Штаты Америки. Сегодня они производители технологий во всех аспектах. Во всех аспектах. Это именно благодаря образованию и развитию науки. К сожалению большому, у нас и России, у нас и республики, мы только констатируем роль образования, роль науки. Хотя задача ставится быть в числе 15 ведущих стран мира, быть среди по образованию, по качеству образования. Так? И мы ставим республика. Но в реализации пути и механизмы все же не отработали. И вот попытка еще раз сосредоточить внимание в лице сети президентских школ, я думаю, заслуживает не только внимания, не только изучения, но и поддержки. Прежде всего поддержки Министерства образования, Фонда будущих поколений, это Академия наук, правительства и так далее. Где они расположены, наши школы сельские, муниципалитеты? Сегодня учредители являются муниципалитеты этих школ. Поэтому основная тяжесть будет ложиться в муниципалитетах, их руководителях, их образовательной системе. Вот давайте, товарищи, не только сигналы шли на это сверху, а снизу. Школа готова. Вот те школы, которые входят в сеть президентских школ, они готовы. Первое, я муниципалитетов, руководитель муниципалитета просил бы не отвлечь внимание на всякие, понимаете, текущие дела эти школы. Не отвлекать педагогический коллектив на различные мероприятия. У них громаднейшая ответственность. Громаднейшая ответственность. У них просто и времени не хватает. Какие требования ставятся и что они должны решать. Всячески внимательно подходите. Любите по-простому людей, которые работают в школах. Любите. У меня в библиотеке настольной книгой, любимой книгой является книга Сухомлинского Владимира Александровича «Сердце отдаю детям». Как любой системе подходит ее книга. Это настольная книга. Как четко, философски осмысливая, директор школы является и классным руководителем в течение 30 лет. Он прямо говорил, если директор не классный руководитель, то он не знает детей,
А если детей не знает, то своих учителей тоже не знает. Я вот года тому назад издал книгу, маленькую брошюрку «Познавать, чтобы созидать». От физико-математических олимпиад до всеазиатской физической олимпиады. И там попытался описать именно образование Японии, Китая, Южной Кореи, вот этих китов современного мира в образовательном пространстве, через образование, как они поднимаются. Я думаю, все же каждая школа, каждый учитель все же должен познакомиться, почитать, узнавать, что из себя представляет это образовательное. Поэтому вам очень много даст именно усиление международного сегмента. Я считаю, что 21 век – это золотой век образования. В чем суть? Почему я называю ее золотым веком? Никогда в истории человечества не было такие открытые международные онлайн-школы, курсы, где размещаются лучшие уроки, лучшие лекции лауреатов Нобелевской премии, выдающихся ученых современности. Есть такие курсы, которые на 20 языках, на русском есть. Поэтому, когда мы говорим усиление сегмента международного сети президентских школ, я прошу, чтобы каждая школа выходила. Дети каждой школы. Благо, что вот прошлый год, настоящее время, все же бурное развитие онлайн-конференции, преподавания, уроков у нас в республике получило. Все же мы хороший урок получили, виртуально работать. Так давайте использовать. Сегодня, если мы наочно переходим, так, это очень хорошо, но вы используете те навыки, те отработки уже на международном плане онлайн участвовать в курсах. Каждый ученик, начиная с 8 класса, он должен присутствовать именно в таких открытых школах, курсах и получать дополнительное образование самостоятельно. Следующее, на что я хотел бы, чтобы наши дети в сети президентских школ были многоязычниками. Многоязычниками. Потому что современный мир и современный молодой человек будет постоянно жить и работать в общении с миром. Будь виртуально, будь очно. Во всех аспектах будь виртуально работать, тогда нам надо в обязательном порядке, это требование жизни уже, требование развития, это быть многоязычным. Многоязычником. И это все навыки надо с детского сада. Человеческий мозг уже и наукой доказаны, что с 6-летнего возраста уже 60-70% мозг человека сформирован. В это время, в период интенсивного формирования мозга человека, он практически никаких трудностей не испытывает, никаких барьеров нету. Его надо использовать. Не случайно умнейшие японцы говорят, после 3 лет бесполезно, поздно. Поэтому в сети президентских школ это основное должно быть одно из основных требований. Второе, конечно, материальная база
содержательная часть. Великолепную школу построили. За последние 30 лет мы, по-моему, по моим подсчетам, где-то порядка 400 школ построили. Это небывалый темп развития, создания материальной базы республики. Но вот содержательная часть, новые проекты, новое строительство, все же некоторые моменты не учитывает. Сегодня вторгается система образования, создание научно-технических парков школьные. И где? Почему проекты не предусматриваются? Сегодня создаются уже научно-образовательные центры. Не школы, а научно-образовательные центры. Этот момент учитывается или нет? Школы с лабораторным оборудованием очень бедные. Очень бедные. Классы пустые, 4 стены. Расходных материалов нету. Даже школьную программу не обеспечивается. Лабораторное оборудование. Мы должны создавать мастерские. Целые мастерские. И не только учить ребят, но создавать те или иные оборудования. Будь робот, будь 3D и другие моменты, которые надо, будь это летательные аппараты. Сейчас массово применяется. Создавать различные платформы для виртуального обучения, общения. Мы продуктами пользуемся зарубежными в основном. Хотя, говорите, вот центры Москвы и так далее покупают. Они же тоже переписывают, понимаете. Почему мы сами в школах, в районах, в ВУЗах, почему не создаем платформы, которые помогли бы внедрению в целом цифровой экономики? Цифровая экономика без платформ не пойдет. Это каждый знает. Поэтому ребята должны учиться не только получить определенную сумму знаний, как в прошлом мы получали, а уже навыки создавания тех или иных технологий. Навыки. Они уже умели практически делать. Вот почему сегодня требуется командная работа. Не одиночки участвовать, понимать, олимпиада, вызубрить, память развивать, через память побеждать. Сегодня командный подход. Люди разных национальностей, вероисповеданий, уровня знаний и так далее, командам решали те или иные проблемы. К этому надо готовить ребят. Следующий, второй вопрос вот в связи с этим развитием меценатства. Вот, который я изучал, зарубежный опыт, зарубежный. Даже такие богатейшие страны, как Япония, как Соединенные Штаты Америки, Корея и так далее, имеют колоссальные фонды выпускников. В Соединенных Штатах Америки 2 миллиона фондов имеется. В основном при школах, при университетах, при колледжах. И выпускнику с аттестатом зрелости получив, пока он едет на место работы, устроится и так далее, приходит письмо с содержанием: не забудь альма-матер. У нас такой культуры пока нету. Массово. В одиночке есть. Поэтому давайте договоримся в текущем году во всех сетях президентских школ имели советы меценатов.
эти меценаты не обязательно выпускники должны быть, но желательно, конечно, работающие выпускники, прежде всего. Но и другие хозяйствующие субъекты были. А вот в ноябре, где-то в конце года, давайте проведем форум меценатов в сети президентской школы. Я обращаюсь к Владимиру Анатольевичу, фонд «Будущее поколение». Долгое время фонд вкладывал финансовые ресурсы в создание материальной базы. Это нужно было. Но сегодня, как вы правильно уже начали, вы поворачиваете работу фонда, вкладывать на человека, на ребенка. Назначение, название фонда так и называется фонд «Будущее поколение». Это имеется в виду дети. Вот хороший пример дает наш большой человек Арсен Томский. Вот сейчас подобрал 10 ребят, одаренных ребят, и будет их учить в самых престижных университетах мира. Будет платить он сам лично. Я недавно с ним встречался здесь, в Москве. Мы долго беседовали, его видение. Я поразился. У него, оказывается, задумки есть открыть университет частный в Якутске по готовке айтишников. Вот пример, живой пример. А зарубежных, Массачусетских и так далее, университетах учить это сотнями миллионов долларов надо. Он говорит, я буду платить сам. И меценат у нас тоже имеет свою историю, свои традиции и так далее. Один безграмотный в то время меценат Кривошапкин Саймиконского улуса. Я помню, по-моему, 25-я школа долго стояла, это напротив, рядом с театром, Тахотеатра, каменное здание. Построено, понимаете, практически в конце 19 века, двухэтажное. Люди понимали, насколько для развития, для подъема республики нужно образование, школа. Вот давайте, мы в свое время тоже в 2000 году тоже начали возрождать меценатство, но потом затухло все это дело. Я помню, в 2000 году меценаты внесли в школы 200 миллионов рублей. 200 миллионов рублей. И поэтому, вот, Владимир Анатольевич, благо, что я стоял в создании этого фонда на истоках этого фонда. И назначение понимал. Вот давайте сейчас мы общими усилиями то, что вы поворачиваете его в правильном направлении, так, поддержим. И вы первую руку, вот именно с каждой школой в договорных началах с участием муниципалитетов, как вы сегодня отрабатываете, это правильная линия, чтобы и муниципалитет внес свою долю, но основную тяжесть вынесли и решение конкретных задач. Не общую подачу, как подачка подать, а именно конкретно или IT-классы открываемые там на оборудование, или производство каких-то лабораторных приборов, 3D и так далее, вот, нужны для школы, или летательный аппарат, или робот школьный. Вот на такие вещи надо, а не в целом кучей по ним безымянные деньги давать. Конкретные задачи. Если школа ставит какие-то вопросы, производство школьного робота,
для решения таких-то задач. Не только собрать надо робот, а чтобы робот работал. Вот поэтому я очень большое внимание уделяю развитию меценатства в системе сети президентских школ. И давайте вот в ноябре, где-то в ноябре, проведем первый форум меценатов сети президентских школ, а до этого каждая школа должна создавать советы при школе. И в заключение нашей силой, как в свое время говорили, якутской чудой, должно быть повышение мастерства и профессионализма учителя. Вот то, что Юрий Иванович начал второй поток совместно с Фондом будущих поколений, 100 аспирантов, вот это системно надо внедрять. Именно школы не только готовые ученые пришли, но и из недр школы защищались, приобщались науке. Учителя, рядовые учителя, чтобы они и методику писали сами, и методы преподавания, подходы к детям и так далее и тому прочее. А это поможет только наука. Поэтому требование, что наши учителя, особенно молодые, приобщались к науке, поступали в аспирантуру. Надо дать возможность даже очно учиться. Но в основном, наверное, будут заочно учиться. Но желательно, конечно, в ведущих вузах страны. Вот это будет действительно долгоиграющей и нашей опорой, и нашего подъема образовательного уровня в наших школах и прежде всего в сети. Я искренне благодарен вам сегодня и в будущем. С многими с вами я вместе работал в свое время. Да? Это вы кадры моего поколения, практически работы, периода работы. Поэтому я вас хорошо знаю, ваши возможности. И, Федосия Васильевна, вам персонально очень большое спасибо. И Ирине Павловне, так, что вы так преданно служите не только по должности, но и активно. И, Федосия Васильевна, нам надо подумать, все же у нас больше было членов-корреспондентов и академиков Академии образования. У нас, по-моему, сегодня, если я не ошибаюсь, два человека, по-моему. Или 2 человека, по-моему, да? Все же надо Академии образования договориться, установить, возобновить связи. И в предстоящих выборах нам надо участвовать в выборах, чтобы избраться кандидаты, член-корреспондентами, академиками образования. У нас есть и моральное право, и задел большой, и подготовленные доктора наук. Спасибо, друзья. Успехов, удачи.